Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. В Ленске началась подготовка к паводковому сезону. Фестиваль путешествия на полюс холода прошел в Уснере. На спартакиаду по зимним видам спорта прибыли хоккеисты. Подготовка к паводку в Ленске уже началась. Гидрометцентр республики пока не предоставил прогноз прохождения ледохода. Но ориентировочно вскрытие самой главной водной артерии Якутии, реки Лена, ожидается в первой декаде мая. Толщина льда на сегодня выше среднегодовых норм, но не критично. Тем не менее, подготовка идет полным ходом. Определены пункты временного размещения на случай возникновения необходимости эвакуации граждан. В рамках предпаводковых мероприятий проводится очистка дамбы от снега, оттайка водопропускных сооружений, подготовка инертных материалов на запас. Угрозы нету, оснований для беспокойства нет, но с учетом предыдущих всех событий мы должны всегда быть готовы к возникновению любой угрозы. Потому что природа у нас непредсказуемая, учитывая все климатические наши условия. На сегодня у нас издана и утверждена вся нормативно-правовая база в этом плане. Подготовлен состав сил и средств, которые будут непосредственно принимать участие в этих действиях. Подготовлен также запас материальных ценностей. Это раскладушки, постельные принадлежности, это продукты питания на случай возникновения угрозы. Селигдар проведет лесовосстановление в Нерюнгринском районе Якутии. На эти цели компания направит более 20 миллионов рублей собственных средств. В контракт, заключенный с профильной компанией «Растим лес», входит весь комплекс мероприятий, связанных с лесовосстановлением в течение нынешнего года. Подрядчик берет на себя проведение проектно-изыскательных, инженерно-технических работ, подготовку лесных участков к посадке, покупку посадочного материала, аренду техники и оплату горюче-смазочных материалов и дальнейшую высадку саженцев в открытый грунт, рассказали в компании. Посадки будут произведены на территории Нерюнгринского района, а если быть точнее, в Хатыминском участковом лесничестве на общей площади почти в 102 гектаров. В Амге по инициативе инспекции экологии провели подкормку косуль. Акция проводится несколько раз в год. Цель весенней подкормки – сохранение и увеличение популяции диких копытных животных на территории охотоугодий района в связи с аномально высоким снежным покровом. В прошлом году сотрудники предприятия Амгинского наслега, а также воспитанники станции юных туристов изготовили и установили более 20 кормушек. Инспекторы Амгинского экологического надзора призывают утвердить ежегодную акцию Республиканского дня подкормки сибирской косули с установленной датой 3 суббота февраля месяца. К этому процессу активно привлекаются охотники. Развозим сено, соль, веники. В определенных местах ставим кормушки, либо ремонтируем старые кормушки. Также нами осуществляется прием заявлений на воспроизводственные мероприятия. При рассмотрении заявления с охотниками заключаются договора, что в дальнейшем они претендуют возможность получения лицензии на копытных животных. Национальный парк «Ленские столбы» пользуется популярностью не только у туристов, но и у любителей ретро-автомобилей. Так, в минувшие выходные автоклуб «Олдтаймерс» открыл сезон увлекательнейшей поездкой на Ленские столбы. Автопробег, по словам его участников, получился крайне удачливым и обошел без происшествий. При этом члены клуба не упустили возможность сделать серию фото своих уникальных авто на фоне впечатляющей природы. В Уснере стартовал ежегодный фестиваль зимнего туризма. В этом году его проводят как офлайн, так и онлайн. Одним из традиционных для фестиваля мероприятий стал мастер-класс по моржеванию. О том, как прошло погружение в холодную воду, расскажет Светлана Поцелуева.
На республиканский фестиваль зимнего туризма хозяева пригласили из Чурапчи известного в Якутии Николая Дьячковского. Опытный морж провел свой мастер-класс прямо на берегу незамерзающей речки и первым вошел в воду. Я второй, да? Это я не готовый самый. А? Ну идите, тут же, наверное, не по одному, а мы, наверное, на случай дойдем. Главное – настроить себя психологически. У женщин это получалось не хуже. Впечатление здорово, конечно. Свежу, только ногам холодно. Окунулись и парни из Бурятии. Питерские гости тоже имеют опыт зимних купаний, однако плавают при плюс 6. Здесь же температура воздуха в это время была минус 20, а воды минус 4. Я живу в Петербурге и в Крыму. Вот. И в Севастополе мы занимаемся зимним плаванием. Вот, там очень много ассоциаций моржей. И проводятся соревнования, вот, заплывы на большие расстояния. Все окунулись, взбодрились и быстренько в машины. Согреться и переодеться. Светлана Пцулыева, Павел Комин, Аймикон. В Якутии продолжается спартакиада по зимним видам спорта. На чемпионат прибыли нерюнгринские хоккеисты. На днях на тренировке перед отъездом на турнир нерюнгринцы были награждены за игры сезона 2019-2020 годов. Среди 4 команд «Энергия», «Шахтер», «Мечел» и команда нерюнгринской ГРЭС победителем стала «Энергия» 2002-2003 годов рождения. На ее базе и была собрана сборная команда для участия в нынешнем чемпионате. Эпидобстановка не позволила начать тренировочный сезон, как обычно, с сентября. После снятия некоторых ограничений нерюнгринские хоккеисты начали свою подготовку к чемпионату в январе текущего года. Надеюсь, что мы действительно претендуем. Ребята в хорошей форме, готовимся. Собрали 3 пятерки, которые позволят нам достойно выступить, я надеюсь. Многие сейчас радуются приходу весны, но, к сожалению, зачастую за ней приходят и не совсем приятные ситуации. Так, в соцсетях появилось видео о том, как жители поселка Яблоновского под Краснодаром справляются с затоплением улицы. Отправлять детей в школу местным приходится не совсем обычным способом – на надувном матрасе. Жаль, что к нему не прилагается гондольер. Но в Якутске только-только начинается капель. Сегодня синоптики обещают 0 плюс 2 градусов. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду, преимущественно без осадков. На территории республики местами в ближайшие сутки прогнозируется небольшой кратковременный снег. Днем на юге по нижней линии умеренный снег. Поземки при порывистом ветре до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, минус 11 градусов. При прояснении минус 12, минус 17. Днем минус 3, плюс 2. 2 апреля на западе, северо-западе ночью минус 23, минус 28. Местами столбик термометра опустится аж до минус 38 градусов. Днем минус 8, минус 13, на северо-западе холоднее. Минус 18, минус 23 градусов. Это были самые холодные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи.